Все у нас тут хорошо видно, надеюсь, да? Так вот ставим, чтобы лучше было. Или вот так вот. Как лучше поставить. Ну, так, наверное, видно, да, все. Так, сейчас начнем. Сейчас начнем. Так, тут у меня чаек уже. Ой, зачем я выключил-то чай? Ёлки-палки. Сейчас в Якутске вечер. 7 часов 20, сколько там? 3 минуты, да? 22 минуты. Зачем я чайник-то выключил? Совсем не понимаю, зачем я это сделал. Так, ну что, смотрите сегодня, какую мне подсунули рекламку. Мега Хенд. Одежда из Европы. Секонд Хенд. Вся мода мира для тебя. Вот, видали, да? Это вот в Гранд-Сити. Такая скрытая реклама. Я их не прорекламирую, но все равно. Так. Фу, Якутский наконец-то дымок ушел. Слава богу. Ну, залило, не залило там эти пожары. Я не знаю, наверное, не все залило. Что-то залило, что-то не залило. Но говорят, август еще будет жаркий. Поэтому все возможно. Будет ли задымление? Не будет. Так, чатик. Чат, видны все сообщения. Ну что, пишите что-нибудь. Пишите. Сейчас будем пробовать с вами консервы. Открывать их. Соответственно, дегустировать. Так, мне что надо? Мне надо тарелки, да? Тарелки подготовить. Тарелочки. Какие тарелочки буду выкладывать и ложить. Почему не стоит-то? Кстати, почему не стоит? Тефтели. А почему продают в магазинах? Значит, вот, пожалуйста, Приморский край. Это, да, производство. Это Балтийское вообще, да? Где это? Калининград? Ага, да, Калининград. А это где такая штуковина производится? Так, Восток продукт. Кировский район, Приморский край, да, тут Приморье, да, есть еще вот такие бычки шикарные, обжаренные по тосу, в томатном соусе. Ну, я не знаю, наверное, их сегодня не буду открывать. Так что продают в магазинах, значит, продукты эти должны быть нормальные, пригодные в пище. То есть у них по всем срокам хранения там все нормально. Ну, не знаю, раньше я ел консервы, в общем-то, еще жив. Так что вот так. Тут у меня кот разлегся. Сейчас мы его сюда в сторонку подвинем. Подвинем в сторонку кота. Кота вам показать, что ли? А лапу покажу его. Вот кошачья лапа. Ну как, кот заценит консервы у нас? Кис-кис-кис. Кис-кис-кис. Ты покажись хоть. Лицо свое покажи людям. Не хочет он показать. Много продают. Пальмовое масло вместо соя. Ну, пальмовое масло же едимое, ничего, живые. Как говорится. Ну, хотя говорят, что и это органика, натуральных продуктов люди тоже, извините меня, бывают, умирают. Даже те, которые бывают на грядке выращены, там у себя тоже. Так что вот неизвестны пути Господни, как распорядиться тогда. Колбаса, да, колбаса сейчас действительно
фиговая стала, да, вот я просто помню давным-давно, когда колбаса была, и то, что сейчас, это значит вообще кошмар, да. То есть сейчас колбаса, ну я не знаю, надо какую-то элитную, наверное, колбасу покупать, только дорогую, а дешевая колбаса, она, да, какая-то непонятная. Ну что, давайте приступим. Возьмем открывашку. Где у меня открывашка? Открывашка. Так. Немножко неудобно сидеть. Так, ну с чего начнем? Давайте вот с котлет вот с этих вот рыбоовощных в томатном соусе. Так, смотрим. 2020 года. Ну да, хотя я вот дорогую тоже пробовал колбасу, и мне что-то она не понравилась. Я не знаю, сейчас, по-моему, везде все это пихают, и в дорогую, и не в дорогую. Тем более, значит, поэтому где гарантии? Есть что? Да, вот именно в том. А эта рыба-то, она, как говорится, натуральная, да? То есть здесь что может быть добавлено? Сейчас мы почитаем. Рыба, капуста. Ну, капуста, кто ее будет? Я не знаю. Она же не может быть поддельной. Крупа перловая, да? Томатный соус, томатная паста, вода, масло растительное, рафинированное, сахар, уксус, кислота, регулятор кислотности, лук, морковь, соль, перец черный молотый, перец душистый молотый. Не более 24 месяцев, да, то есть 20 еще годная она. Ну, сейчас посмотрим, какие отходы, да, какие отходы откроем. Вот я специально взял, посмотрим, что за отходы там. Ну, отходы тоже, знаете, бывают, вот у нас обрезочки ценных рыб продают, там косточки, значит, там мякоть, ага, то есть она вполне пригодна для, значит, чтобы суп там отварить, там, ну, уху вернее, да, то есть вполне это все годное. И, ну, это как бы обрезки, да, понимаете? То есть это как отходы, они нормальные отходы, они не испорченные. Просто обрезали рыбу, да, и вот эту кость ее, значит, соответственно, продают. Она, в общем-то, она пригодная и вкусная. Вот у нас такие вещи продают, как бы, тоже отходы. Ну, давайте открываем. Так, такая еще советская открывашка. Ну, понятно, свежую рыбку лучше, да, свежую. Но вот, извините, где вы рыбку свежую за 30 рублей купите? А вот эти все консервы, они где-то 30 рублей, 35 там стоят. То есть, понимаете, да? Единственное, что вот эти бычки, да, бычки, они у нас продаются по 50, что-то 2 рубля за банку. 52 рубля. 52 рубля бычки. Ну, дорого, недорого. Как, я не знаю. Сейчас все Ну, у нас кот, он приучен к вискасу, поэтому... А мы попробуем, да, коту. Попробуем дать коту. Я ему в баночках оставлю рыбки. Пускай ест. Так что... Хотя вот эти животные, которые приучены к еде вот этой вот синтетической вискасу, там всяким разным вот этим, да, кошачьим кормам, которые продаются, они вот уже даже мясо и рыбу не едят. Представляете, да? Бывают такие. Так, открыли котлеты рыбо-овощные. Ну, кому лень готовить, может, пожалуйста, тоже их, значит, взять. Мясо, фарш едят, ну, отлично, да. Но я думаю, ну, смотрите, сколько жидкости вылилось. Ну, это... Что там не натурального, я не знаю. Ой, ё-моё, блин. Вот я так и думал, что такая
бяка случится. Что такая бяка случится. Так, давайте я тут это самое дело это убираю. Зря я эту красоту здесь положил. Будем на обычной, как говорится, клееночке. На кухонном столе, да, удобно. Ее взял просто, как говорится, протер, да? Протер, и проблем не надо никаких. Так, что выложили? Во, сейчас, подождите, я еще весы притащу. Весы притащу, будем с вами вес взвешивать. Так, будем еще вес взвешивать. Не обвешали ли нас? Хотя я в прошлые разы тоже делал распаковку консервов, взвешивал. Ну, нет, все точно. Так, такие вот у нас весы есть. Вот, чтобы видно было, ставим, да? Так, ну запах, конечно, такой на любителя, я бы сказал. 406 грамм, да? Ну это вес с чашкой. Давайте взвесим. Вот точно такая же чашка есть. Сколько она весит? Сейчас сброс. Вот, 155 грамм. И теперь мы замеряем. Так, 251 грамм. Вес, чистый вес. Смотрим консервы. Сколько у нас они? Так, где вес? 240. 240, да? 251. Даже 10 грамм вам добавили халявы. Так что, так, обвеса нету. Все. Так, давайте теперь будем пробовать. Пробовать. Для этого надо взять вилку. Да? Ну, запах на любителя, конечно, такой запах. Ну, вот если вы захотели есть, допустим, лень вам готовить. Пюрешку, да, точно. Так, тут, наверное, надо ложку и вилку, да, ложкой пробовать вот эту вот жижу, да, в которой находится, это значит, эти две котлетины, да, то есть котлетины довольно такие прочные, смотрите, какие солидные. Они, ну, точно вот хватит наесться, давайте. То есть это одна котлетина, если это, сейчас давайте-ка я посмотрю, сколько стоит. Тут у меня чек есть, чек, так, где этот чек? Еще чеки разные всякие. Так, чек, фрикадельки. Так, это что у нас? Это я открыл сейчас котлеты рыбные. Котлеты рыбные стоят 40 рублей. То есть одна котлетина такая вот стоит 20 рублей. 20 рублей у нее вес 150, да? 250. Больше 100 граммов. Понимаете? 100 грамм. Ну, еще вот эта жижа, да, она тоже весит. То есть по 100 граммов котлетина. Стоит 20 рублей. Всего. Если вы пойдете в какую-нибудь столовую, да, вам сколько? Одна такая котлетина 100 граммовая обойдется в 100, там, ну, 80 рублей, да? Как минимум. То есть здесь явная выгода. За экономнее почти в 4 раза есть ее. Так, ну что, давайте пробуем. Не у всех же денег столько, чтобы в столовых питаться там по 100 рублей за котлету. Да, ну пересолена она такая какая-то непонятная. Вот это вот масса, да, то есть такая кисловатая, как бы я сказал. Да, ну не нравится мне этот тут бульон. Хотя, в общем-то, вкусный. Так, теперь смотрим начинку. Начинка вот такая вот у нас плотная.
там, значит, перловая крупа, рыба, значит, все подряд намешано. Ну и пробуем, давайте. Вот такой кусочек отломил, сейчас попробую. Ну да, она как бы пропиталась, котлета, вот этой жижей кисловатой. Ну так, чувствуется, что вот здесь рыба есть, что здесь все, в общем-то, натуральное. Ну, свойственное, что как консервы, да, все, они с определенным таким привкусом. Вот это здесь присутствует. Но за счет того, что он кисловатый, да, мне сюда как-то не очень нравится. Но с пюрешкой, да, с макарошками вполне зайдет. Ладно, давайте дальше попробуем вот эту банку. Тефтели из океанических рыб в томатном соусе. Тоже, вот видите, корабль здесь какой нарисован. На нем, видать, ловят эту рыбу, да. Из чего? Состав давайте читаем. Так, состав: рыба, томатный соус, томатная паста, вода, сахар, уксус, рис, соль пищевая. Вот тут рис, то есть там была перловая, а здесь в этих тефтелях рис добавили. Так, в томатном, ну, они все, по-моему, в томатном. Все в томатном. Вот эти вот тефтели, вот еще фрикадельки есть, они все в томатном. С овощными гарнирами. Они все в томатном соусе. Так, давайте пробовать тогда вот эти тефтельки. Ну, котлеты, они больше, да, чем тефтели, я так знаю. Так понимаю. Сейчас эти должны быть меньше. Тоже открываем. Так, срок годности 20-й, у него 2 года, да? У этих консервов срок хранения. Так. Открываем. Открываем. Так, что-то под вечер опять какие-то туманы или облака начались у нас в городе. Сейчас напомню, у нас без 20 уже 8 время. Без 28 вечера. Там в западной части, конечно, сейчас сколько, 2 часа где-то. А у нас вот сегодня понедельник еще, так сказать, рабочий день. Все, наверное, набегались, устали. Вечером пришли, лень готовить. А вот есть такие консервы, да, у вас под рукой. Ага, 4 часа. Да, Уфа, она, это на восток. Мы проезжали Уфу. Да, выходили даже. У нас там доставка была. Мы с ресторана заказывали суш, не суши, как это, роллы, да, и пиццу, значит, там нам привезли прямо к вагону. Так, видео, кстати, это публиковали мы, как ехали, ну, в ту сторону, с Новосибирска до Крыма. Так, если кто хочет, может посмотреть. Ну, что-то вообще тут непонятное. Субстанция какая-то. Смотрите. Ну, похоже. Тоже их 2. Да, ну давайте переложим. Переложим сюда вот в эту вот. Так, надо аккуратнее мне. Аккуратнее. Ну, давай. Оп. А главное, не брызнуло. Все. Так, тут ничего не осталось. Так, взвешиваем вес. Так вот, да? Чтобы было видно. Ай. Так, обнулить надо, да? Чашку беру. Тара 0, да? Теперь ставлю. Па-ба-ба-бам. 237 грамм. А здесь сколько? Где тут вес-то? Где вес? Где вес? Ну вот в той предыдущей 250 было грамм, да? 240 грамм. 240 грамм. 237. Ну тут вот капельки остались.
Вот я, наверное, там 3 грамма еще. То есть точняк, абсолютный точняк по весу вообще супер-пупер. Мгм. Так, ладно, давайте перейдем к органолептическим качествам. Оценить будем. Так, почему же она такой глыбой? Здесь спеклась, что ли, она какие-то бесформенные. Тефтели-то они обычно кругленькие такие. А здесь вот какие-то такие вот куски непонятной. Ну, давайте, может, по вкусу оно вкусное будет. Так, давайте. Берем. Там, что на срезе-то у нас? На срезе что мы... Ну, какая-то непонятная биомасса. Слиплись, да, точно слиплись, но они как-то еще форму потеряли. Форму потеряли, обычно они тефтельки-то круглые, да, а здесь какие-то вообще бесформенные. Ну что, пробуем. Барабанная дробь. Ба-ба-ба-бам. Вот эти вот вкуснее. Они приятнее, они мягче, чем вот эти вот котлеты. Вот эти кислые, короче. Кислые, они какие-то, не знаю, почему так сделали они. Но вот эти вот приятные, хотя они с виду неказистые, да, а по вкусу очень даже так приятные. Пробуем теперь вот этот бульончик. Нормально, в общем-то, нормально. То есть его можно даже покушать. Он подойдет для макарошек вот, или пюрешки в качестве подлива, да? В качестве подлива подойдет. То есть, ну что, тефтельки у нас дальневосточные проходят. Те тоже, кстати, были котлеты дальневосточные. Не удержался, еще одну пробу сделал. Нормально подходит. Ну, какая разница, какой они формы? В животе же они все будут в разжеванном виде. А в магазине... Так, а где я это брал? Подождите. Это у нас по нашим меркам это довольно большой магазин. Тока. Это даже торговая сеть как бы здесь. Ну, это такая здесь в городе она. Угу. То есть довольно, ну, несколько магазинов по городу. Торговая сеть, ну как, это, конечно, не Магнит, не там Ашан, не Лента, там Пятерочка. Это тут такой как бы для Якутска это свой региональный сетевой магазин. Ну, если учесть, что в городе там 300 тысяч жителей живет, вот считайте наши масштабы. Ага. То есть, конечно, то, что на западе России у нас все это не сравнится. У нас, конечно, масштабы меньше, в смысле численность населения. Соответственно, и торговые сети меньше. Да, местная сеть. Местная сеть такая, Тока. Вот тут даже на чеке написано. Вот сейчас я оторву. Вот видно, да? Тока 7. Вот даже адрес дается вот таким вот образом. Торговый объект. Добро пожаловать. Ну, несколько магазинов в городе. Их. Так что вот эти тефтельки, они годные. То есть их можно, вот если вам лень готовить, там что-то вы пришли вечером в понедельник, после, значит, работы, видно, уставший, вам все достало, жизнь это, и хочется перекусить, взяли вот такую вот консерву, открыли и кушаете, значит. А в качестве пюрешки можно, сейчас вам покажу, что использовать в качестве пюрешки. То есть вы тоже, как говорится, уставший, да, вам картошку чистить. Это же проблемы, да? Это проблемы. Это проблема картошку чистить. Тем более картошка сейчас дорогая. Там у нас 90 рублей картошка.
Вот такое пюре просто элементарно. Берете его кипяточком. Вот видите, можно с такой пачки 1,5 килограмма сделать готового пюре. Ну, еще лучка сюда построгать там. Лучок тоже можно сушеный какой-то. Вот видите, с 240 граммов можно приготовить 1,6 килограмм готового пюре. И вот вместе вот с этим вот супер тефтелями этими захамать. Так что это лучший выбор лентяя. Лучший выбор лентяя. Так, ничего не остановился. Давайте с вами тогда дальше будем дегустировать. Ну, вот это вот, если это на 4 с минусом, да, вот эти котлеты, да, то это на 4 с плюсом. Ну, на 4. То есть балл отнимаем за то, что формы нет. Хотя, в общем-то, в животе какая разница, какой формы будет у вас, значит, там все пережуется, там без разницы. Все эти вот красоты, им животу уже по барабану будет. Главное, чтобы продукт был, сами понимаете, был продукт, чтобы нормальный, вкусный, не испорченный, т.д. и т.п. Так, ну что, дошли до фрикаделек вот этих балтийского невода, томатном соусе. Так, а там вопрос мне задавали, да? Куда-то вот чат уходит этот. Так, бич-пакет, пятерочки, магниты, ленты есть в Якутске? Так, нету. Мы тут отдельная у нас своя региональная сеть. Там Айгуль, там Ток. Такого плана, короче. Мелкое все. Для, конечно, России это не те масштабы. Ну, что вы хотите? Тут по всей республике-то проживает у нас на такой территории не более 1 миллиона человек. Вот на такой территории, которая там 7 или 8 Франций, там по площади равна Индии, страна Индия, да, даже или больше даже. Вот всего 1 миллион человек. В Якутске 300 тысяч проживает. Да, ох ты, брызнула, смотрите. Но там понятно, почему нету. Там как бы зона, куда не заходят просто эти все сетевые. Хотя ДНС там есть, Вальберес там есть. То есть это тоже такие как бы... ДНС сетевой магазин, да, или как его, но они торгуют электроникой. Но другие почему-то не заходят или им не дают зайти. Да, Якутия вообще громадная страна. Река Лена самая длинная, кстати, река в Сибири. Даже длиннее, чем вот Енисей, Обь, там. Ну, если вот чисто брать ее, как говорится, длину, чисто река, вот сама без притоков, да, то Лена самая великая река России считается. Ну и среди мировых она тоже лидирует. Ага, Ашан ездит в Крыму, понятно. Ашан, кстати, французская фирма. Ашан. Я помню, в Ашан ходил в Париже. Там, когда еще не было у нас, что туго открывается. Дайте-ка. Не надо. С чем стереть, да? Когда не было у нас этих еще Ашанов, что такое, а? Что-то грязь тут такая. Некрасиво, да? Некрасиво. Подотрем. Ашан в Симферополе, да. Ну, французы как-то зашли, не знаю. ДНС зашел, а другие не хотят в Крым заходить почему-то. Или им не дают заходить. Ну, тоже тут, вот как сказать, может тут раздел вот этого самого бизнеса. То есть они просто могут и не пускать кого-то. Здравствуйте. Добрый день, Елена. Пробуем вот для лодырей
лентяев тефтели, котлеты, фрикадельки. Что кому лень готовить, в понедельник вечером такой открывашкой открываю, мучаюсь. А со времен Украины, ну да, понимаете, вроде бы в Крыму и МТС есть со времен Украины и до сих пор, да, но там какой-то МТС тоже не такой, блин. То есть, когда туда с российским МТСом приезжаешь, он тебе он не совсем правильно себя ведет. Ну что, пробуем. О, главное не порезаться. Так, что это мы открыли? Фрикадельки, балтийский невод. Вот такие из оконических рыб. А дым, да, прошел, но сегодня опять что-то началось. Я не знаю, такая задымленность. Вот сейчас вот у нас 8 часов. Так, мне тряпку надо взять, вытереть стол. 8 часов, и я чувствую вот этот опять оранжевое такое небо, все туда-сюда. То есть, если дождей не будет, опять будет то же самое, та же самая фигня. Вот такая у нас беда с этими пожарами. Ну, август обещают тоже, в общем-то, будет холодный. Ой, горячий август. Горячий август. Так, включаем. Так, взвешиваем тару, да? Сейчас я вес проверю. То есть, так, вес. Так, обнулили. Теперь, чтобы не забрызгать, я сейчас вывалю. Посмотрим, как они по структуре. Вот эти, по-моему, ровнее, слушайте, да? Вот это как фрикадельки. Что, фрикадельки у нас получаются, они мельче, чем тефтели, что ли? Фрикадельки. Во, что получилось. Так, теперь, блин, опять я нагадил, а? Ой, ё-моё. Так, где тряпка-то была? Вот тряпка. Вытираем все, чтобы было красиво. И взвешиваем. Вес проверяем. Не обманули ли нас. 230 грамм. Видно, да? 230 грамм. Аж сколько на банке? 200. Ох ты! Ну вы смотрите, а. Грамм в грамм. Вот это круто. 230 грамм. Как так им удается вот так паковать? Даже тут немного осталось. То есть, если вот эти вот сюда еще вытрясти, да, остатки. О, даже перевес получается. 232 грамма. Да, вид. Вот тут вот уже эти, смотрите, мы видим, что это, морковь или что? Сейчас состав, кстати, прочитаем. Это еда для лодырей, которым лень готовить, и еще у них денег нету. То есть такая, сами понимаете, вот с этой вот пюре, с этим картофельным, вы его кипяточком завариваете, и, значит, у вас идеальная еда. Ну, еще можно вот такую вот вкусняшку заварить, вот такую вот можно заварить, вот, понимаете, да, без консервантов, кстати, смотрите, высший сорт муки, большая порция, вот, и с этими фрикадельками, котлетами, или вот бизнес-ланч тоже, шикарная лапша яичная со вкусом тушеной курицы и луком. Вот, видали, какой повар стоит, вот такой вообще шикардозное, как вы заварите. Кстати, вот это у нас стоит 14 рублей, это тоже примерно в ту же цену. Ну так, это, как говорится, на черный день. Я не ем это постоянно, так мало ли что бывает, да, иногда. Так, ну давайте, вес мы проверили, да? Так, теперь давайте читаем состав. Так, произведено Калининградская область, город Черняховск. Так, в томатном соусе. Так, все тут грязное уже стало. Так, вид. Обед длины. Ну да, ага, холостяка, да. Состав: сардинелла, алаша, килька балтийская, вода питьевая, паста томатная, сахар, соль, подсолнечная
крупа перловая, лук репчатый, морковь, соль, пищевая, регулятор кислотности. Ну, все натуральное. Ничего тут, химозы никакой нету. Так, давайте-ка я понюхаю, чем пахнет вообще эта шикардозная вещь. Чем-то таким интересным. Чем-то интересным. Даже сложно слов не подобрать, ага, значит, чем это пахнет. Ну, консервами пахнет. То есть мы здесь видим вот такие натуральные овощи, там морковь, да, морковь, кстати, подорожала. Знаете, да? А тут она... Сколько вообще это стоит? Баночка, сейчас мы посмотрим. Так, тефтели у нас стоят 39 рублей 90 копеек. Фрикадельки 34,90. Котлеты 39,90. То есть, ну, 35 и 40 рублей. Вот сколько это стоит. То есть в любом случае это экономно и быстро и практично. Не надо, вот представляете, чтобы вам приготовить эту тефтелину, сколько надо времени потратить на готовку. А по 30 рублей в рыбном магазине, да. А я вам сейчас покажу, какие у нас тут продают котлеты рыбные. Сейчас я покажу. У нас такой магазин тут есть, сетевой, кстати, светофор. Я про него забыл вам сказать. Светофор. Вот такая большая упаковка, да, смотрите. Биточки рыбные. Вот я уже, их тут дофига было. Их тут килограмм. И стоят они 1 килограмм. Ой, сколько они стоят? Они, ну, 100 рублей стоят. Вот килограммовая упаковка, ну, или 120 рублей, или 150. Ну, короче, вот их целый килограмм. Я уже тут, смотрите, сколько съел. 3 штуки остались. Они нормально, их жаришь, и они, в общем, вкусные. Биточки рыбные тоже, полуфабрикаты. Их просто поджарил, и все. То есть не надо париться. Вот эти тефтели сделать или котлеты, это же что надо? Это надо крупу отварить, фарш где-то взять, или самому это накрутить, мясо, рыбу, там, то все это возни-то, это полдня вы только готовить будете. Состав какой у них? Ну давайте еще раз почитаем, какой состав. Так, вот эти вот, да? Биточки рыбные. Так, фарш минтая, фарш сельди, фарш лососевый, маргарин, хлеб пшеничный, лук, текстура соевой, репчатый перец, репчатый лук, да, перец черный молотый, чеснок, соль, вода, сахар. Вот, все натуральное. То есть даже есть фарш лососевый. Это вообще шикарно. Это даже элитные котлеты. Ну вот. Так что рыба, она вообще лучше, чем мясо, кстати. Если вы знаете, да, она, поскольку она в основном ее добывают где-то в море, там, то есть все, но редко когда это форель, наверное, где-то выращивают, да, и другие. Не ногой, да, туда, но ну, там есть продукты, которые можно есть. Их надо пробовать. Конечно, там мясные какие-то продукты, там, я не знаю, там, это, конечно, полная ерунда. А да, есть светофор у нас есть. Так, ну что, пробуем, давайте. Тут много слов. Мало дела, надо пробовать. Так, понюхаем сначала. А, я же нюхал, да? Ну, еще раз. Чем-то какой-то запах интересный. Какой-то... Ну, ладно. Так, пробуем сначала морковку. Ну, да. Что-то вот этот, по-моему, запах, он пропитал полностью. Он даже во вкусе есть. Так, давайте отломим, попробуем.
Что-то непонятное, какая-то субстанция, привкус вот этот вот нехороший. Ладно, не буду рисковать. Есть я коту оставлю эту. Это удовольствие бракуемое. Что-то вот привкус вообще ужасный. Хорошо, кот есть, он съест. Ну что, попробовали, короче, мы фрикадельки. Фигня, короче, не знаю. Выкинуть только и все. Нести обратно в магазин, сказать, что за гадость вы продаете. А я такие раньше брал. Они были более-менее нормальные, да, сейчас с каким-то привкусом и запахом. Знаете, запах что-то металла или что еще. Потом вот такие котлеты мы попробовали рыбочные. Но они нормальные, годные. Их можно охотку покушать. Кстати, где-нибудь на природе, если вы поедете на природу, в лес там, то все, за грибами, вот вам надо перекусить, что вы будете с собой там, я не знаю, что-то брать. Вот такую банку вы взяли тефтелей, хлеба, там черного взяли, да, вот такой вот хлеб. Кстати, такой вот идеальный хлеб, вот к таким консервам, такой черный хлеб, серый, черный, ага, он вообще идеален. И заходит, да, хотя тут, значит, они по форме, как бы эти тефтели, они такие, где это? Что-то я уже перепутал. Вот они, да? Вот они. По форме вроде бы они красивенькие, такие ровненькие, но что-то они, не знаю. Видать, у них не спек. Кстати, посмотрим-ка, тоже 20-й год. 20-й год. То есть все, в принципе. Но по вкусу они вообще не заходят. Вообще не заходят. Так что вот такой у нас был с вами обзорчик консервов. На природе лучше. Я говорю про то, что, значит, шашлычки, там курочку, это надо отдельно ехать. И, конечно, все это, значит, готовить надо. Это шашлычки, там мангал надо, это надо развести, там эти угли добыть. Это целое дело. Это вы только час провозитесь перед тем, как... А вы пошли в лес за грибами, за ягодой, там, то все. Вот перекусить в процессе, значит, сбора, да, урожая, вот сейчас вот будет, то можно вот реакцию кота, ну, съест, я думаю, съест. Главное ему больше ничего не давать, он слопает. Единственное, что, конечно, он может, по-моему, нормальная она такая, как бы. Вот таким вот образом, вот такие продукты. Да, конечно, с этими тефтелями, фрикадельками, вернее, облом получился. А я думал, они нормальные, балтийские. Что-то сюда попало не то. Не то. Вот, кстати, кот подошел. Кот подошел, я ему сейчас угощу. Угощу вот этими тефтельками. Где они? Вот они, да? Сейчас я ему положу и посмотрю, будет ли он есть. На-ка. Бери. Ух ты, еды-то сколько, а? На, давай. Ну-ка. Нюхает, нюхает. Но он у нас такой, он сразу не ест. Он сразу не ест. Он походит там, подумает. То все там, то пятое, десятое. Потом только кушает. Сгущеночку, тушеночку. Я уже как-то делал, тушенку, по-моему, и открывал, но я в составе там других продуктов, как бы, тушеночку. Ну, тушенка тоже, знаете, да, иногда берешь, а там половина ничего нету, да, допустим, полбанки. Или, значит, кстати, вот хочу похвастаться. Смотрите, какой на поезде подстаканник взял. РЖД. Владивосток. Не, в светофоре у нас сгущенки, по-моему, нету. Ага. Вот в поезде, когда ехали, вот такой вот подстаканник. Взял латунь.
он тяжелый. Даже можно взвесить его на весах, сколько весит. Так, давайте взвесим. 400 граммов. Вот вы видали, да? А 166. О, 166 граммов весит. Кстати, 1200 вместе со стаканом граненым. Кстати, есть... Так, а где это? Где? Вот. Есть вот такой вот подстаканник. А это... Ага, прямо, да, вон вкусняшки. Вот такой есть подстаканник еще. Но это советский уже подстаканник. Вот тут, так, это Алеша, или это в Берлине, по-моему, памятник, да, вот такой установлен. Советскому воину, освободителю от фашистской Германии. Вот это Мельхиор, он даже, видно, да, потускнел. Потускнел, если мы его возьмем тряпочку, Мельхиор, он тускнеет. Если мы возьмем тряпочку и потрем, так вот, смотрите, он как начищается сразу. Видали, да? Но зато тряпка грязная. Тряпку можно выкинуть. Видали, да? Мельхиор, это сплав никеля и меди, по-моему. Вот, видали, да? Вот мельхиоровый подстаканник. Они, кстати, сейчас ценятся 180 граммов получается, да? А этот латунный 166. То есть тоже тяжелые, да? Тоже тяжелые. Как убедиться, что это... О, хорошо отдохнули. Да, но у нас много поездок было. Мы ехали... Привет, море-море. Мы ехали... Сначала летели на самолете. С Якутска до Новосибирска. Потом в Новосибирске мы пересели на поезд. Поскольку в Крым поезда РЖД не идут, нам пришлось делать пересадку. Значит, в Сальске на поезд Таврида. Таврида, который же в Крым непосредственно. Вот видно, да, надпись. 2 рубля, сколько, подождите, 2 рубля 55 копеек. Вот такой вот подстаканник. И еще, кстати, граненый стакан, советский еще, как мы определяем это. Вот по этой надписи цена 14 копеек. Вот так надо смотреть, да? Цена 14 копеек. Видно, да? Вот такой вот граненый классический стакан советский. И вот такой вот подстаканник из Мельхиора. Они сейчас, кстати, ценятся. А вот этот я подстаканник нынче взял, пока мы ехали на поезде. Вот РЖД 1200 рублей, но вместе со стаканом. Но они все дорогие. Латунь. То есть он довольно прочный. И такой вот, видно, да, здесь пояс, вот РЖД, все. Таллин, Калининград, Москва, Павелецкий. В Крыму опять жара, да. А у нас тоже, да, тоже жарко. Один день дождик полил, и все. Вот это залил, и 40 градусов. Кошмар вообще. Жарко, это холодно. Это, конечно, не очень хорошо. Ну, как-нибудь покажу. Сейчас пока не до этого. Сейчас пока. Так, я не созрел. Вот такой вот сувенир остался после поездки на железной дороге. Мы ехали 4 дня, получается, от Новосибирска до Симферополя. Такой сувенирчик. Это значит, я на поезде РЖД. Нет, почему? Купил? Что купил? Даже у меня вот такая вот... С какого фига украл-то? Вы что? Вот даже у меня есть вот эта коробка. Вот, подстаканник классический со стаканом. Видали, да? Вертикаль, все. Срок службы не ограничен, что радует. Латунь. Вы видите, да? Материал стекло. А делают его в Москве. Вот, все вместе коробка. Так что... Все, даже какая-то еще... просто...
Так что все куплено, все на свои деньги, на честно заработанные. Так что такой подстаканник на память остался. Да, ну, да, там чем только не торгуют. Там ручки, значит, вот. А еще показать вам, что я на Тавриде, вот пояс Таврида, который в Крым непосредственно идет, да, вот такой вот магнитик, такую рамочку я взял еще. Смотрите, Таврия. Вот это как фоторамка, да? Фоторамка, что мы здесь видим. Это вот такие только продают на поездах, которые вот в Крым идут. Таврия, как там называется это поезд Гранд Сервис Экспресс, да, правильно, да? Вот такая фоторамочка 150 рублей стоит. Вот мы что видим здесь? Вот ласточки на гнездо. Мы видим здесь, значит, мост, Крымский мост, и вот поезд, то, что едет. Вот такой сувенирчик тоже взял. Так, что там вы мне написали? Пропадает эта картинка. Подстаканник, мадук. Да, чем там всем подряд торгуют. Там сейчас такой типа магазина. А потеешь от того, что просто... Да, это плохо, жара, это плохо, я согласен. Я согласен, это, значит, вот здесь у нас такого нету, конечно, жары. Ну, жарко, но не так. Угу. Да, вот такой вот магнитик тоже на память. Я думал, что взять, ну, как бы поехали этими поездами, да, ну, значит, что-то надо взять на память, ага. 300 рублей, да. Ну, а мы ехали, мы заказывали. Сейчас есть возможность заказать через сайт РЖД. Там в некоторых городах есть доставка до вагона. То есть, вот, в частности, в Уфе была доставка, потом в Омске была доставка. И... Блин, забыл еще город один. В 3 городах мы заказывали доставку и привозили прямо еду к вагону. Ну, курьер. То есть, вот если вы, допустим, будете заказывать себе какую-то еду, да, курьер вам доставит в таком термосумке, значит, и там все это лежит. Вот мы заказывали пиццу, там пирог заказывал, потом роллы заказывали, сок там заказывали. Короче, довольно много всего заказывали, и все привозили, оно все горячее, вкусное. Ага, значит, до Черного моря. Так, ну, если, допустим, брать самолетом, то это где-то займет 12 часов, наверное, от Якутска. Потому что прямого нету с пересадкой. Это до Симферополя долететь, наверное, часов 12. То есть это у нас 6 часов до Москвы обычно перелет, значит, и потом от Москвы до, значит, Симферополя еще 2 часа, да, или 3 часа. Получается, вот такие, ну там еще какое-то время идет между этими рейсами. Если стыковочный рейс, задержки нету, то вот таким, ну где-то часов 10-12, чтобы долететь с Якутска до Симферополя. Так, если, допустим, как мы сейчас вот ехали, да, как мы ехали, мы сначала до Новосибирска долетели, значит, это 4 часа у нас полет длился, 4 часа. Потом мы, значит, сутки там потусовались на Новосибирске и сели на поезд, РЖД поезд. Он шел 3 суток до места пересадки на территории России. Это в Краснодарском крае, город Сальск. Ага, там была пересадка на поезд Таврия, уже который непосредственно в Крым идет. Почему такая вот канитель? Потому что поезда РЖД в Крым не ходят, поэтому приходится пересаживаться, значит, таким образом. И мы, получается, где-то в дороге были дней 5.
дней 5 вот со всеми этими пересадками, там то все. Вот в одну сторону 5 дней и в другую сторону 5 дней. Ну, сейчас ехали, вагоны хорошие были, хотя ехали плацкартами, не купе, но вагоны новые. И кондиционер, туалеты все био, то есть никаких проблем сходить там, значит, нету. Перекусить тоже проблем нету. Там ходят по поезду, значит, представители этого, значит, ресторана, вагона ресторана, заказы, пожалуйста, можно с утра кашку, значит, там еще там другие супчики, продукты, там какие хотите. В общем-то, так, да, страна огромная, даже из Якутска лететь 4 часа. Да, 4 часа. Ну, Якутск еще не такой удаленный, вот там вот, допустим, с Камчатки лететь. Или да, они не ходят, значит, поэтому вот отдельно вот такой Тавре, вот эта вот символика, значит, вот видно здесь Крымский мост, поезд Гранд Сервис Экспресс, который туда ходит, и вот крымские достопримечательности, Ласточкино гнездо, горы, вот таким образом. Не ходят, не ходят. Поэтому приходится пересаживаться. Но сейчас стало больше поездов ходить с других городов. То есть раньше ходили, допустим, с Санкт-Петербурга, Москвы, а сейчас уже с других городов стали ходить. Там, значит, по-моему, их 10 городов, откуда ходит уже поезд непосредственно в Крым. Ага. Но они все вот этой компании Grand Service Express, Таврия. Так, еще что вам, чем еще вам похвастаться? Вот такой вот, тоже это на РЖД, вот такой вот магнитик. Вот такой вот взял. И магнитики собираем, куда ездим, ага, как сувениры, чтобы была какая-то память. Вот такой вот магнитик. 120 рублей он стоит. И к нему есть вот такие вот вагоны. То есть вот эта картинка меняется. Вот, допустим, Нижний Новгород. Ага, был там Нижний Новгород. И, то есть можно собрать целую коллекцию вот этих вагонов с разными городами. У вас будет большой-большой состав, да, поезд. Ну, вот таким образом. Что-то же надо, какую-то память как бы. А сейчас вот на холодильнике висит, и, соответственно, все это напоминает о поездке. Еще что там? Еще чем похвастаться? Вот пока проезжали через Самару тоже вот такой магнитик взяли. Вот это глина, по-моему, да? Глина, что-то такого плана уже. Такое. То есть он как бы не стандартный. Самара. Потом еще какой магнитик взяли? Вот через Волгоград, когда проезжали, вот такой магнитик взяли. Город-герой Волгоград. Металлический он. Прочный, надежный. Такие вот магнитики, они как бы индивидуальные, да, а то есть вот такие магниты, сейчас вам покажу. Но это вообще, конечно, можно туда любой ставить, любой. Сейчас вот эти вот обычные магниты. Вот такой вот магнит. Допустим, Тимирь, Томск, да? А как он? Он довольно легко. Вот смотрите, да? Видите, да? Он разбирается элементарно. И сюда вы можете все что угодно вставить. Вот все что угодно можете вставить. Любой город, ага. То есть вот такие они вообще магниты. Да, это, конечно, это не то. Поэтому я вот такие вот в основном собираю вот такие индивидуальные магниты, которые, ну, только можно где-то в этом городе взять. Ага. Допустим, вот Самара, глина такая. Хотя, ну вот тут видно, да, даже
Все тут покрашено. Все, то есть где-то это там делают. Индивидуальные такие магнитики. Прикольные. Ну, какая-то память, когда проезжаешь, все-таки хочешь, что там побывал, ну, какую-то оставить себе. Ну, вот таких магнитов у нас 220 штук. 220 штук. Ну, все завешено. Как где-то я снимал обзорчик на них, по-моему, должен быть. Ну, вот таким вот образом. Ага. Так, ну что, давайте, наверное, заканчивать на этом. Все я вам показал, похвастался, чем мог. Консервы мы с вами вот эти попробовали. Ну, рекомендовать вам покупать я их не стану, вам. Это дело любителя, надо пробовать. Ага, то есть такое довольно все, ну, немножко непонятно, с чего это все сделано, как бы. Ну, вот если вам, допустим, приспичило кушать, можно съесть. Ну ладно, давайте до новых встреч. Смотрите видео. Когда новый стрим? Пока что там, да, 220 магнитов, да, даже, по-моему, больше. Угу. Поезда комфортные, биотуалет. Да, нормально. Мы плацкартом ехали. Новые поезда. Да, да, да. Видео, конечно, это все видео, фотографии, это все остается, и это все надо, конечно, интересно смотреть, особенно старые видео, там лет 5-6 назад, которые были сделаны. Ага. Интересно все это наблюдать. В Волгограде сталинская архитектура на вокзале. Да, согласен, да, там красивая очень такая вот это вот ихняя центральная вот это здание вокзала с таким шпилем, ага. Чем-то даже напоминает вот эти высотки в Москве, ага, сталинские высотки даже. В Самаре вокзал, башня, да, 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 такая какая-то современная. Ага. Ну, мне она, честно говоря, не понравилась. Она из стекла и бетона какая-то мрачная. Ага. Чем-то даже похоже вот этот какой-то небоскреб, Готэм, то есть все такое мрачноватое в Самаре. Да, в Крым по Гранд Сервис Экспресс, да, ходят, ага, туда, своя фирма, да, поэтому приходится нам вот пересаживаться. Да, сейчас надо будет еще видео намонтировать, ага, там материала много. Материала много. Пока, удачи. Привет из Новосибирска. Были в Новосибирске недавно. Тоже я там немножко поснимал, походил. Ага, значит, в Зайцовском районе были. Там, где вот новый парк сделан. Потом были на реке Оби, где мост, метромост, ага, там тоже походили. В Самаре в здании вокзала гостиница сверху. Даже так. Ну, я не знал. У нас просто остановочка была там, и мы как вышли там, сколько, не знаю, там 30 или 40 минут тормознул поезд. Мы вышли, и, значит, все люди побежали. Кто за мороженым, кто там за едой, там, дошираком, бич-пакетами. Ну, а я вот за магнитиком пошел. За магнитиком вот такой магнитик. Несколько магнитиков взял. Так что какая-то память будет. Так, ну ладненько. Там какие еще комментарии. Ага, в Самаре. Так, привет, привет. Из Новосибирска тоже я видео сделаю на канале. Опубликую. Еще будет много-много видео. Надо просто обрабатывать. Это все время требуется. Значит, сидеть эти видео монтировать. Хотя уже были видео с Крыма, ага, на канале у нас. То есть я как и просто снимал на телефон.
И просто, значит, без всякого монтажа выкладывал. Вот такие видео были. А теперь те видео, которые там на экшн-камеру, на смартфон, это все я смонтирую. И да, в Самаре поезда долго стоят. Да, да, да. Ну вот Уфа, Самара, Челябинск, значит, вот в этих городах долгие остановки. Кстати, мы в Челябинске тоже доставку заказывали с ресторана. Там нам целых 1,5 килограмма суши привезли и пиццу. Мне стыдно, я даже не успела поснимать. Но вы уже, по-моему, сняли-то уже прилично, да. Там Новосибирск вообще город большой. Я был в нем, ну, несколько раз. Там приходилось и по работе ездить, и, значит, как бы и так тоже, значит, был в отпуске. То есть, знаю город, а как бы, ну, не в совершенстве, конечно, а так, в общем, знаю, что где находятся основные достопримечательности. Ну, ладненько, все, давайте. До новых встреч. Всем пока. Так, закрываем. Раз. Окей.